Прозвенел звонок. Я приглашаю вас на урок математики. Приготовьтесь, пожалуйста, к уроку. Проверьте, что на столе у вас есть линейка и остро отточенный простой карандаш. Они нам сегодня пригодятся. Напоминаю вам правила посадки при письме. Сегодня урок математики проведу у вас я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. И переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Давайте начнем увлекательное дело, займемся математикой. Начнем урок с разминки. Перед тем, как перейти к разминке, я хочу вам рассказать, чем мы будем заниматься. Познакомимся сегодня на уроке с новой единицей измерения длины. Научимся измерять и записывать длину отрезка в новой единице измерения. Это полезная работа. Начнем разминку. Назовите число, которое меньше 12 на 2. Считайте устно, не ошибайтесь. Это 10. Семь меньше, чем неизвестное число на 4. Назовите неизвестное число. Это 11. Какое число надо прибавить к 11, чтобы получить 15? Конечно же, 4 единицы. Какое число надо вычесть из 20, чтобы получить 18? Правильный ответ 2. Назовите число, из которого надо вычесть 6, чтобы получить 14. Это число 20. Насколько 17 больше 9? Правильный ответ 8. Насколько 13 меньше 15? На 2. Назовите число, которое меньше 16 на 6. 10 или 1/10. Назовите число, которое больше 8 на 5. Это число 13. Ну что ж, мы замечательно с вами размялись, поработали устно, посчитали. А теперь обратите внимание на экран. Сегодня мы с вами будем знакомиться с единицей измерения миллиметр. Слушайте историю. Лесовичок решил сшить себе новый костюм и отрезал часть ткани. Сколько же ткани у него осталось? Лесовичок воспользовался линейкой и провел измерение. Но что же получается? Что измерить с точностью в сантиметрах он не смог. Давайте, друзья, познакомимся с единицей измерения длины миллиметр. Рассмотрите линейку. Расстояние между двумя делениями и есть миллиметр. Давайте выясним, а сколько это 1 миллиметр? Рассмотрите, пожалуйста, деление на своей линейке. Расстояние между двумя делениями и есть миллиметр. Давайте выясним, сколько миллиметров в 1 сантиметре. 10. Итак, друзья мои, в 1 сантиметре 10 миллиметров. Запомните, пожалуйста, 1 сантиметр – это 10
миллиметров. Давайте запишем это к себе в тетрадь. Записываем сначала дату урока. 10 апреля. Ниже запишите, пожалуйста, равенство. 1 сантиметр – это 10 миллиметров. Предлагаю потренироваться. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Лесовичок измеряет оставшуюся ткань, прикладывает к началу шкалы деления 0. Что мы замечаем? Что длина ткани больше 3 сантиметров и меньше 4. Значит, длина ткани 3 сантиметра и 2 миллиметра. Продолжаем тренироваться. Измерьте, пожалуйста, длину отрезка. Что у нас получилось? Длина отрезка 3 сантиметра и 9 миллиметров. Думаю, вам интересно. Измеряя данный отрезок, находим его длину. Длина этого отрезка 1 сантиметр и 7 миллиметров. Ну а теперь попробуем строить отрезки самостоятельно. Возьмите в руки линейку и простой карандаш. Напоминаю вам, что отрезок – это часть прямой, ограниченная точками. Начертите отрезки, которые вы видите. Работу выполняйте аккуратно. Постройте отрезок длиной 4 сантиметра и 4 миллиметра. Внимательно считайте деление. Постройте отрезок заданной длины. Длина этого отрезка 2 сантиметра 8 миллиметров. Начертите отрезок длиной 5 сантиметров и 2 миллиметра. Давайте вспомним, что 1 сантиметр – это 10 миллиметров, а в 1 дециметре 10 сантиметров. Совсем скоро на уроках математики вы познакомитесь еще с одной единицей длины – 1 метр, и узнаете, что 1 метр равен 100 сантиметров. Предлагаю вам порешать задачи. Первую задачу вы составите сами и решите ее устно. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Посмотрите на условия. Составьте условия задачи.
совпало ли мое решение с вашим. Надеюсь, что вам было легко. Следующую задачу мы запишем в тетрадь. Для этого запишите, пожалуйста, слово «задача». Посмотрите на экран. Читаю условия задачи. На поляне 6 зайцев, а ежиков на 3 больше. Сколько всего зверей на поляне? Я составила краткую запись. Давайте разберемся. Сколько было зайцев на поляне? 6. Сколько было ежиков? Неизвестно, но сказано, что на 3 больше, чем зайцев. Каков вопрос задачи? Сколько всего зверей на поляне? Предлагаю порассуждать. Какой главный вопрос задачи? Сколько всего зверей на поляне? Можем ли мы найти ответ на этот вопрос сразу? Нет, потому что нам неизвестно, сколько ежиков было на полянке. Можем ли мы найти, сколько ежей было на поляне? После того, как мы найдем количество ежей, знаем количество зайцев, мы сможем найти, сколько всего зверей на поляне. Я предлагаю вам за несколько минут записать решение задачи. Дорогие первоклассники, давайте проверим, что у вас получилось. Записываем ответ. Если вы рассуждали правильно, то, конечно, ответ совпал. Дорогие ребята, я предлагаю вам решить еще одну задачу. Послушайте, пожалуйста, условия. На одно изделие пойдет 8 метров ткани, а на другое на 2 метра больше. Сколько всего метров ткани пойдет на оба изделия? Думаю, задача вам понятна. Давайте составим краткую запись. Сказано, что на первое изделие потрачено 8 метров ткани, а на второе изделие на 2 метра больше, чем на первое. Сколько всего метров ткани пойдет на оба изделия? Начинаем рассуждать. Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Конечно же нет, потому что мы не знаем, сколько метров пойдет на второе изделие. Можем ли мы найти,
Сколько метров потрачено на изготовление второго изделия? После того, как мы найдем ответ на этот вопрос, зная, что на первое изделие пойдет 8 метров ткани, мы сможем ответить на главный вопрос задачи. Я предлагаю вам некоторое время для того, чтобы решить эту задачу и записать решение правильно. Давайте, друзья, проверим, что у вас получилось. Все ли у вас совпало? Если задача решена правильно, похвалите себя. Запишем ответ. Сегодня на уроке математики вы узнали о новой единице измерения – миллиметр. И мы с вами научились строить и измерять отрезки, выраженные в сантиметрах и миллиметрах. Я предлагаю вам поиграть и построить несколько отрезков разной длины, используя и сантиметры, и миллиметры. Теперь вы с этим справитесь. Спасибо вам за урок. Прозвенит звонок, и я приглашаю вас на перемену. Продлится она 10 минут. До встречи на уроке литературного чтения.